Jezu, люблю Ciebie, люблю, народ знает имя Твое, я пью, Твой дух я вода души моей, а слово я пьянка, оно. Jezu, люблю Ciebie, люблю. Бог святый, правдивый Пан, Ты живый, великий Бог, Иисус, на устах имя Твое я пью, Твой дух як вода души моей, а слово я пьянка, оно. Jezu, люблю Ciebie, люблю. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Эту святую мшу отправляю в интенции, просячи здоровья и потребных ласков для Садовской Чеславы у день народжения, а так само здоровья души и тела. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. І вам, брати і сестри, що згрішив я нині, думкою, словом, вчинком і занепанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вічного. Аминь.
грехи свету, прими моление нашее, яки святишь проворушайся, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный Боже, ученика под Твоим кierownictwem życie na ziemi rozwijало się w spokoju, a Kościół Twój niechaj bez przeszkodał Tobie służy. Przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny ja. Amen. Не хвали человека перед размовой. Читание книги мудрости Сираха. Коли просеивать просито, остаются выселки. Так и недохопу человека выявляется, коли он разважает. Начине мчера выпробовываются в печи, а человека выпробовываются в размове з ним. На плодах дерева познають, як його доглядали, так и по словах выявляются задумы человечего сердца. Не хвали человека перед размовой, бо таким чином выпробовываются люди. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Добро дяковать Тебе, Пане. Добра дяковать Тебе, Пане. Добро дяковать Пану и прославлять имя Твое наивысшее. Раницу обещать Твою милосердность и верность Твою ночи. Добра дяковать Тебе, Пане. Справедливо заквітніє, як пальма, виросте буйцем кедр на Лівані, посаджене у домі Пана, я не заквітнеюсь на дитинах нашого Бога. Добра дяковать Тебе, Пане. Навіть уста сіли будуть плодовитыя, соковитыя и свежия, как будет ждать, что справедливый Пан. Святыня моя, не могу имя правды. Добра дяковать Тебе, Пане. Бог дал нам перемогу раз Иисуса Христа. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, коли тое, что тленное, опранется в нетленность, а тое, что смиротное, опять опранется в бессмиротность, тогда исполнится написанное слово. Перемога поглынула смерть.
Смерть, где твоя перамога? Смерть, где твое джало? Джало смерти – это грех, а сила греху – это закон. Богу ж подяка, бо Ён дал нам перамогу праз нашего Пана Иисуса Христа. Тому, мои милованные браты, будьте моцнымі, непахіснымі, заўсёды будучы цалкам адданымі справе Пана і ведаючы, што недарэмная праца ваша ў Пану. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зять небо света жив у світі, тримаючи слово життя. Тримаючи слово життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Хвала Тобі, Пане. W ten czas Jezus rozkazał swoim uczniom taką przypowieść. Chyba może ślepy wodzić ślepego? Czyż nie zwalятся ободва в яму? Włóczeń nie больszy za nastavnika, ale każdy dobrze podrychtowany stanie takim, jak jego nastavnik. Czemu ty baczysz szczepku u boku brata swojego, a bierwina we własnym boku nie zauważajesz? Jak ty możesz kazać bratu swojemu: daj bracie, ja wyciągnę szczepku z boka twojego, kiedy sam nie baczysz bierwina u swoim boku? Krywatusznik, wyciągnij z początku bierwianosa swojego boka i wtedy ubaczysz, jak wyciągnąć szczepku z boka swojego brata. Nie ma dobrego drzewa, jakie by przynosiło drewne plody, czy drewnego drzewa, jakie by przynosiło dobre plody. Bo każde drzewo poznajется po jagonym plodzie. Nie zbierając z ciernia smakowy, a z kusta ażyny nie zbierając winogradu. Dobry człowiek wynosić z dobrego skarbcu serca dobro, a drewny człowiek z благого serca wynosić zło. Bo про тое, czym napełnione serca, говорить устne ягоны. Гэта Слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Брати і сестри, сьогодні я трошки інакше хочу похилитися над Словом Божим, як я зазвичай це чиню у другий спосіб. На початок похилився над книгою пророка мудрості Сираха. Есть три образа, короткое Слово Божие, а и три образа, як же вельми важные для нас. Первый образ говорит про сито. Коли просеиваешь про сито, застаются выселки. Wiadomo, u drugim miejscu Pan Jezus każe, что придя и просеять нас. То, что доброе останется, а то, что дрянное выкинет вонки. Там, где огонь не погаснет, там, где плач и лемант, и огонь николи не гаснет. Говорить про людей, а так само про дрянные наши звычки. Я думаю, что каждый из нас дома мает такой рычаг, называется друшляк. Про его проседживаем. Потому что проседживаем, ну как излить воду и так далее. Поэтому остается в друшляке то, что нам потребно для споживания ежи. Никто из вас, зваривший рис, не будет друшляк тримать ногами и проседживать. Потому что з того проседжування, як все порастекается по боках. Того, что мы проседживаем, как оставить себе добро. Дык вось образом сегодняшнего первого пункту Сираха есть то, как мы умели працевать. В сучасном свете есть разные речи. У медиах в интернете можно знайти разные артикулы, можно послухать разные
прапановы, нават калісьці адзін знаёмы наш парафіянь гаварыў, што можна ўвайсці ў інтэрнэт і выдаецца, што вось рэлігійны чалавек будзе гаварыць пра рэлігію. Распачынаецца вельмі дакладна, пабожна, распачынаецца праўдай, тому што ўсё кожны ведае, там пра стварэнне свету і так далей, гэта было, а затым паволі адходзіць ад мовы не толькі рэлігійнай, але хрысціянскай, ідзе насуперак таго, што напісана ў Святом Пісанні. І вось і читаю комментарии там около 500 000. Таких самых комментариев, не говорю, сколько лайков, сколько людей это проглядели. И лайкают, что он добро говорит. Не разумеючи Святого Писания. Не разумеючи Святого Писания. Чтобы поверили у то, что я ему продал. Пусть был христианин с добрым позвоночником, когда позвоночник был выкривленный. И христианин стал гулять на одну ногу. Докладно тут написано про это. Как мы умели просеять информацию. Как мы так одразу не понимали, когда кто-то приходит и скритикует другого человека, как мы одразу не думали, что мы такие. Чому по сегодняшнее Евангелие и так само первое читание скажет, что человека познается по его размове, по плодах, какие он принесет. Другий образ – это печь. Что у печи есть? Огонь. Печь просто так сама без себе там назву має печь, она не потребна. Можно было бы разбудить и выпить. Але печь потребна, как там распалить огонь. У печи можно так само приготовить посилок, а где-то в печи уживаются так само по сегодняшний день, как выпаливать. Руду, как с руды повстал металл, железо. Золото, как его очистить. И можно далее говорить разные потребные речи в печи. Что это означает? Что так само человек, каждый из нас, повинен в якийсь момент пройти под эту печь. Проходить под эту печь. Потому что я хочу выпалить то, что у нас самодельное. То, что будет выпалено, то будет узносленное. И не того, как нам показать и нам сделать боль. Но при этом, когда мы дотронемся до чего-то горячего, то будет у нас рана. Будет на початок болеть, потом будет зашивать эта рана. И когда заживет, это место мощнейшее. Когда кто, так как Мария, играя на гитаре, как я памятаю, играл первый раз в руки гитару и учился играть днями и ночами сидел, то мне аж кровь с пальцев шла. Потому что скура была непредзвычайная. А в певном моменте организм начинает вырабатывать. Против тела как можно было пальцы дотык не чуют струн гитару. Это не есть, это печка. Она узмацняет, ніби что она выпалила, болела, але коли зажило, не узмацнилась. Все, уже человек отпорный, когда играет час от часу на гитаре, то все это будет иметь так самую скулу, такую на пальцах, которую такую больше толстейшую. Он же отпорный на этой утиски, которые есть на струнах. Наступная речь – это древо, про якое мы сегодня почули. Про это древо мы так само почуем у Евангелии сегодняшнего. По плодах познается древо. Так вот, хочем человека другого познать, то мы повинны его познать по плодах. Чи древо, якое мы садим в нашем огороде, яблоньку, например, альбо сливку, альбо, не ведаю, альбо какое-нибудь другое, что оно одразу принесет плод, оно даже в этом самом годе не принесет плод. Может, несколько годов позднее. Але только в этот плод отбывся, так он повинен завязаться, он там з'явиться, потом повинен доспеть, как мы почули смак этого плода. А мы в нашем житті готовы были бы одразу что-то скритиковать, одразу по первому речу. Например, как я первый раз вышел до вас усім говорить казання, ніколи в житті не говорил, ничего не промовлял, я бы, напевно, мимо того, что я бы добре приготовился, я бы заявил 1000 поварок. И кто-то тебе сказал, ничего тут не будет. Вы одразу бы осудили когось по першому то, что есть, что отбылося, а не так не отбывается. Мы чекаем, какие плоды будут позднейшие. Но першие, як пам'ятаємо, вони завжди некие, те самі. Затем потом, когда уже пройдет год, 2, 3, это яблоко может быть доспетое, пригорше, сочистое, можно будет его спожить. А першие, так, кстати, росло, были якое.
Все соки пошли у корня, у коронную систему, которая развивалась. Как мы так легко не оценяли другого человека. По тем, что мы бачим на первый погляд. Как эту критику, яку нам хтось сказав про того, как мы умели фильтровать. Мы маем розум, нам Пан Бог дал розум. Как мы умели зразуметь, что доброе, а что древнее. Что треба принять, а чего не треба принять. Наступная речь, что псалме. У псалме есть две речи. Чуем раніца и вночи, чуем молоды и старые. Так мы сегодня в псалме почули и поспевали. Калі я повинен скористать з этих трех речей. С сита, с печи и с древа. Не только с раніцы, але и вночи я повинен просеивать информацию. Не только с раніцы, але и вночи я повинен выпаливать у себе то, что древнее, как очистить себя. Не только с раніцы и вночи я буду приносить добрые плоды, когда это сделаю. И не только, как написано, у молодости, а написано тут такая справедливый, нават у старости яны будут плодовитые, сокливые и свежие. Калі ласка. Нават у старости. Не только что у молодости. Чия и ты у день и ночи повинен профильтровать то, что не доходит. И так само наповнить это свое житье. Наступная речь – это другое читание книги апостола Павла до Коринтянам. Говорить про то, про что завжди говорить. Святий Павел у 13 посланиях, яких написал, говорить только и выключно про одно, про карикму. Эта карикма заключается у тем, когда памятаете, он будет представляться у каждом послании. Я, слуга Пана нашего Иисуса Христа, того самого, якого вы завели, и он на третий день воскрес, а сегодня сидит праворуч Бога Отца, и он выбрал меня, как послал, и он для меня отдал свое життя. Это и есть наиважнейшая каригма, якую мы будем чуть у 13 посланиях. И сегодня есть подтверждением этого, что отбывается. Коли то, что тленное, оправится у нетленное, а то, что смиротное, оправится у бессмиротность, тогда вспомнятся написанные словы. Перемога поглынула смерть. Смерть, где твоя перемога? Смерть. Где твое жало? Про что Павел пишет? Вельми важная речь. Мы сегодня в свете маем разные речи, которые сегодня есть, а завтра минают. Сегодня есть, например, iPhone 16R. Я купляю, маю радость. А завтра стане уже 17 номер. И я уже не маю радости. Но кто из моих сябров принесе 17 iPhone, скажет, я маю новейший. И все, конец радости. Пан Иисус нам хочет запропоновать что-то наибольш драгоценное. То, что не тратить якости в сучасном свете, где ни моль, ни ржа, ни этого не ищет. Это то, что говорит, то, что тленное уже не тленное, czyli что могло пропасть, и оно не пропаде, триває вечно. Смерть так само не має влади над этим. Это життя вечное, до якого мы все сегодня тут приходим, как приготоваться. Может, в перспективе життя шмат кто з нас не думає про это. Али так нас Бог ведет по дорогах наших, что мы, однако, действуем способ, насыщаемся, опромінюємося этим светлом Божьим, как справді иметь колісті у будущем светло життя вечного. И апошняя речь – это Евангелие, яка есть якби кропкой над тим усім, що відбулося у першому читанні, псалмі і другому читанні. Иисус где находится? Иисус находится на равнине. Мы 2 тижні тому назад разом с Иисусом Христом сошли с горы. Пам'ятаєте? У перший... И это Иисус Христос находится так само там, где был. На этой равнине с горы. Там він промовив 3 казання. И сегодня будет 3 казання, яке ми почули. Перше було про благословлення. Тиждень тому назад мы говорили про пробачення. Не око за око, не зуб за зуб, як я вам сказал. Пам'ятаєте про это? Иисус Христос говорит так. А сегодня мы чуем, и уже на этом казании, когда Иисус Христос мало кто остался на этой равнине. Уже некоторые не выдержали, поутекали,
шмат што не спадабалася, было шмат што проці іх. Але вы ёсць. Вы прыйшлі на гэтую раўніну да Ісуса Христа. І мы знаходзімся на гэтай гаре. На раўніне гэтай гары. Ісус Христос гаворыць да нас. Хіба можа сляпы вадзіць сляпога? Ці ж не зваляцца абодва ў яму? Хто з'яўляецца ў сучасным свеце сляпым? Ну, настаўнікі. Не гэтыя, што ў школе вучаць, а настаўнікі, якія нас вучаць. Пані ім здаецца, што не ведаюць, як мы маем паступаць. Мы дзесьці ў пэўным моманце пачынаем гэтаму верыць. Верым, што мы павінны мець больш свабоды, мы верым, што павінны мець, можа, дзесьці гэтага Пана Бога адставіць на сторону. Маладыя людзі вераць, што паверылі вельмі часта, што ў касцёл гэта не тое самае, што Ісус Христос гэта робіць. Зусім не тая, што святары робяць, не тую Евангелію, не тую карыгму, можна сказаць, і дзесьці аставілі Пана Бога на стороне. Поверили, пошли за слепыми наставниками. И добре им весело сегодня, нет? Бо мы сегодня в костеле, они там здесь гуляют и танцуют. Але, браты и сестры, я не тому, как тут судить, я не хочу кого судить. Нехай веселятся и радуются. Мы за их только повинны молиться. Бо упадут в глубокую яму, поверьте мне. Тут написано про это. Слепы ведь слепого. И звалятся ободвом яму. Не крути, не крути. Здесь их эта яма по дороге. Дякую Богу, что мы на равнине. Вот тут написано, в учении не больше за наставника. Может быть, таким самым, но не больше. А кто из тебя хотел бы умудриться, чтобы быть большим, лепшим, может, досконалым? Наступная речь, это то, что вельми часто у костеле так само говорится, это щепка и бервено. Что такое щепочка? Такая маленькая, не зойдите нам сами подскут, треба иголку. Вынять ее и оттуда выдубать. Я бы научился, конечно, спишь, не залить инъекции кости не было. Не вовнутрь, а на рану. А бервено. Похоже, малюнок есть такие. Черно-белый. Стоит человек с бервеном, таким длинным, может быть, хвостом. Это бервено аж убирается в стену туда. Улучшает человек, который там рядом стоит. Ничего не видит, не важно, ничего не важно. Что такое иметь бервяно? Это значит, что что-то у руку стоит сидеть. Через этот образик, так если было до руку, я убачу его, что намалевано не убачу. Ни за какие гроши не убачу. Сдалека, да, убачу, что Маркевич намалевано. Тим самым я зблизка такого могу убачить неровность, могу убачить колер, это разлить, больше не так надо. Могу убачить пах бумаги, але не убачу пригожости. Ісус говорить, вийми бервено, отойди здалека і погляди на своє життя. Бо коли ти убачиш, то будеш ведати, над чим працювати. А коли ти будеш мати бервено, святий Августин говорить, чоловік, який має у своєму боку бервено, то він буде шукати щепки у боку другого. Чому? Бо бервено складається з щепок. И он бачит такую самую щепку у когось, что у его будет точить. Он будет ему вытыкивать пальцем, потому что, как на тле этой щепки прикрыть, что он бачит, что немає бервена. И здесь это вынести высоко, как хочется скритиковать просто. А еще лепей пишет Павел, як же подобается мне его на слово у листья послания до Титуса. И он пишет так. Для чистых все з'являється чистим. А для тих, хто брудний, все з'являється брудне. Це відносно нашого позірку. Тепер задайте собі питання, що я у своїм браті, у своїм сестрі більше чого я бачу? Треба було задати питання, які я є, коли я бачу боль зла. Чому в собі? Може, у мене є це бервено торчить. Вельми мудрые слова и поважные слова святого Павла. Для чистых все будет чистое. Вот человек, который поступает, ему не важно, кто поступает. Як треба, по-братерську йому виконувати, але ніколи не буде йти за його, щоб його поганити. А для Дмитра він буде тільки бачити везде в кожному те саме, що може. Бо не надаремно в сьогоднішній Євангелії написано. Бо про тое, чим наповнене серце говорить вусне вони. Чи буде що-нибудь другое?
Не. Калі я начитаюся якісь артикулаў проціў веры, нават на пачатак так з цікавасці, проціў Пана Бога, проціў сужанства, проціў сапраўднай любві, проціў моральнасці. Так здаецца, што на пачатак читаю, але гэта дзесьці там остаецца. Я напаўняю гэтым сваё сэрца. І в пэўным моменце я буду абыякавы на амаральнасць сучаснага свету. Просто буду поступаць так, як здаецца ў гэтых артыкулах, у гэтых перадачах і так далее. І таму Ісус Христос, памятай, чым напоўненае сэрца твоё, тое будзе на устах. Ад гэтага не чуеш. Не змені свайго жыцця от так мгновенно. Гэта вялікая праца. А затым чуем яшчэ сёння таксама пра гэтае дрэва, якое прыносіць добрыя плады, а дрэннае дрэва прыносіць дрэнныя плады. Бо не можа быць наадварот. І пішацца тут як о смакоўніцы. Класнае, прыгожае дерева, прыгожыя плады растуць у Палесціне. У нас бы яны таксама прыжыліся, гэта дерева, але куст, можна сказаць. Але ён бы не прыносіў плоду. А чаму? Таму што, калі вы ведаеце, гэта адно із дрэў, якое не квітнее. Вишня квітнее, яблыня квітнее, сліва квітнее, потом все завязваецца, потом прыносіць плоды, калі ласка. Гэтае дрэва адразу прыносіць плод. А квет гэты, знаходзіцца ў сярэдзіне плода. І там есть такая маленькая оска, якая туда залятае внутрь і апыляе гэты плод. Калі яна яго не апыліць, гэты плод ён просто пэўным адвальваецца, не паспеўшы нічога. Ён не прыносіць плоду. Это не бачу. Даже ніхто есці не будзе, бо это не мае ніякого смаку. Дык вось Пан Бог, часамі наше сэрца, таксама хоча нас, так званых, апыліць. Каб мы прыносілі добро, мы з'яўляемся плодом Божым. І Ён хоча в наше сэрца уложыць трохі любові, каб нас апыліць сапраўднай Божай любов'ю, каб мы захацелі перамагаць сваё жыццё і мяняць яго на лепшае. А затым, рэасумуjąc, альбо выводзячы 3 пункты, адносна якіх сёння было сказана Слово Божие. Па-першае, сіта. Каб мы прасеивали ўсё ў сучасным свеце, і каб мы правільна ў нашым жыцці трымалі нашу шлях жыццёвы. То, што трэба, каб туда падала добрае. Па-другое, каб мы таксама не баяліся печы. Праблемы, якія прыйдуць у нашым жыцці, можа яны прыходзяць неаднойчы, но гэта выпальвае тое, што мае потом узмацніць нас яшчэ быць больш адпорнымі, каб мы у будучым маглі прыгожую песню сыграць на такой гітары. Па-трэцяе, каб мы былі дрэвам, якое прыносіць плады, добрыя плады. І калі нас хто-небудзь перасадзіць, каб мы прыносілі таксама далей добрыя плады. Кожны агароднік ведае, што калі дрэва будзем, навошта мы купляем дрэва яблыні, напрыклад, і саджаем сваю агародзе. Каб яна прыносіла такія плады, якія мы дзесьці пакаштавалі, мы хочам увесь такі сам сорт, гатунак. Каб мы прыносілі найлепшыя плады нашага жыцця, каб гэтымі пладамі маглі насычацца другія. Усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божого адзінароднага, Зайца народженого, перед усімі веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога сапраўднага от Бога сапраўднага, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядзіць праворучаецца, і зноў прыйдзе ў хвалі
судить живых и померлых, и Его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Пан Бог з'являється володаром неба і землі, дає нам усім за Його наші супольні молитви, за святий костюл, как усім людям, і отнес надію вічного життя Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. пасторов костела, которые умели с развагой и любовью оборонять своих верников от спокусов злого, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нашу Украину, как про заступництво святых мучеников, наша земля перемогла мучеников нашей земли, перемогли у ее вера и справедливость. Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. христианские служители, как у тяжкие хвилини сумесного життя, они шукали допомогу у Христа, який благословил их союз. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За Садовскую Чеславу, просячи для її здоров'я, душі і тіла, потребних Божих ласкав і благословення, з нагоди Дня народження Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нашу евхаристичную супольность, как мы свидетели своим житьем об Божьей любови и доброте Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты так полюбил свет, что спасал своего единородного Сына для избавления всех людей, выслухай покорные просьбы нашего народу и щедро одари всех нас Твоими ласками, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 207. Дарую, Пане мой, все мое життя, и Тебе я Твой, назавжди. Это мое сердце погради, Ты любовь моя, дарую, Пане мой, все мое життя, и Тебе я Твой, назавжди. Это мое сердце погради, Ты любовь моя, Молитесь, как мою и вашу я веру принял Бога и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу слуг Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на користь нам и всему костелу святому. Милосердие Божие от Тебе походит за веки, и мы Тебе приносим. Прими, як свечение нашей сыновной отданости, и учеников оквяля, якую мы складаем, дякуючи Твою добрині, да помогла нам досягнуть життя вечного, раз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим, Божу серце. узносим и давай. Дякуємо Пану Богу нашому. Вольно это и справедливо. Сапраўды годна і справедлива, слушна і збавенна, как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён своим нараджением с Девы Марии одарил человека новым житьем, своей мукою знищил наши грехи, повстанем з мертвых дал нам удел у житті вечным, а узыходячи до Тебе, Ойча, отчинил нам брамы неба, тому с анgelами и святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ними ускликаючи. Святый, 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 а Бог всемогутный, небо и земля
Осанна на вершиня. Благословенный той, кто видел имя Пана. Благословенный той, кто видел имя Пана. Осанна на вершиня, осанна на вершиня, осанна на вершиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяці гэтыя дары рассою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў кіліх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруя Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас вольними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костюм Твой розсеяний по всім світі, удосконали його в любові і разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опоздали в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом II, благословленным Отцом Брониславом и усими святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос Христови у Христе, Тебе Божа Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, уся башана и хвала, разусе веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокой дни наши,
Дапамажы нам міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця Збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 121.
27. Молимся. Умocnienные зловенными дарами Евхаристии просим Тебе, Пане, учеников этой сакрамент, яким Ты умацовал нас у земном житии, забеспечил нам удел в житии вечным, раз Христа Пана нашего. Аминь. Объявы душпасторские. 4 Заковика во вторник успомин святого Казимира Мученика, 7 в пятницу успомин святой Перпетуи и Фелициты Мученицы. После святой Имши при царах будем министрант стоять и раздавать такие праздники с благословленным отцом Брониславом Маркевичем с нагоды 20-й годовщины беатификации. Сзади знаходяться этого праздника две молитвы об оздоровлении по земному причину, а так само об канонизации. Коли ласка, возьмите и молитесь, альбо тримайте, как видите, выглядеть заснованник ордена Михалитов. У нашей парафии тривають колядные дведины, записываться можно у закрестии. Припоминаю, что еще можно записаться до 6 Заковика на библейный конкурс. На гэтым тыдні распачынаем перыяд Вялікага посту. 5 Заковика серада Удальцовая. У гэты дзень благословим Бобел, якім будуць пасыпленыя головы на знак перамены нашага жыцця і паводзін. У гэты дзень абавязвае сціслы пост і ўстрымання ад мясных страваў. Святыя імшы адбудуцца тройчы у 8 гадзін раніцы, а 15 і у 19. Кожную пятницу Великого посту вельми сердечно запрошаем на святую імшу 19, пасля яе на набажэнства крыжовага шляху, якое правядуць суполкі нашай парафіі. 7 Заковика Ружа Ружанцовая, 14 Маці у молитве, 21 суполка обороны життя, 28 суполка, якая молится за души чисту терпячия, 5 4 дети, 11 молодь и 18 мужчин нашей парафии. Реколекции в нашей парафии отбудутся с 7 по 9 Заковика уже на гэтым тыдні. Духовное практикование проведет ксёндз Александр Жарнасек, Марьянин. 7 Заковика у пятницу святые имши у 15 и у 19, после святой имши у 15 крыжовый шлях. 8 Заковика у субботу
У 15 і у 19, пасля святой імшы, у 19 малітва праслаўлення 9 сакавіка, у нядзелю, так і кожную нядзелю падчас кожнай святой імшы. Ахвяры, собраныя ў пятніцу, у суботу, будуць предназначаныя для айца рэдакцыяністы, як наша падзяка. Кожную нядзелю пасля святой імшы а 10 у 10:30 будзем спяваць песні жальбы. Сёння пасля святой імшы а 12 гадзіне адбыўся карнавал для дзяцей і моладзі. Усім дзякую за чынны удзел. Было шмат дзяцей, было вельмі прыгожа і было шмат танцаў. Так што я нават сам затанцаваў. Кожны дзень у нашай парафіі трывае адорацыя Пана Ісуса ў найсвяцейшым сакраменце. Дзякуем за ахвяраванне на будову, за супольную індывідуальную малітву, за спеў на праву літургічную, за прыбіранне капліцы, кафедрычнай залы і тым, хто дзежурыў. На гэтым тыдні таксама прыпадае 8 сакавіка. З гэтай нагоды прыміце нашы дарагія жанчыны найлепшыя пажаданні. Мы вас усіх абнімаем і цалуем у ручку, конечно. Нехай Бог вас благословляе і дае вам сілы на кожны дзень. Помолимся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны юбілей, хто чакае, нарадзіў дзяцей, за тых, хто прымае нас пакаратных адведзенак, за дабрадзеях перадаўцаў, а таксама аб новых дабрадзеях, будаўніцтва санктуарыі Божай міласэрнасці і за нас, кожнага паасобку, апецы Маці Божай, тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не погашай моленьем нашим, и от усялякой злой приходы избавляй нас заўсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение, нехай оно вас наполнит заправной радостью и спокоем. Добро, что вы есть, как мы подчас Великого Посту научились и правильно принимать дружках своего життя. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, сінь у пекла шатана і інших злих духов, які на звуку душ служить по світі. Амінь. за Садовскую Чеславу, об здоровье. Витай, Мария, Полная ласки Господь, благословенная ты женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Номер 178. Освяти мою землю, оздорови сердца дрожь. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше зор. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и полный славы. Ты один и славный, Ты один и царь мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и полный славы. Ты один и славный, Ты один и царь мой, Ты один и Бог мой, только Ты.
будьте благословені. найсвятейший сакрамент, правдивая